Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Очередные обыски в оккупированном Крыму. 20 лет за то, что ты веришь в Бога. Будет ли управление Верховного комиссара ООН по правам человека сотрудничать с оккупационной властью? Оккупанты жалуются ООН на перекрытие Северокрымского канала, но в то же время передумали обеспечивать полуостров водой. Об этом поговорим в 48-м выпуске блога Liberate Crimea. Прошлая неделя началась с очередных обысков. В понедельник, 31 августа, российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в Нижнегорском, Советском районах и в поселке Солнечная долина в Судаке, оккупированного Крыма. Задержали 4 людей и всех доставили в управление ФСБ в Симферополе для допроса. Позже их отпустили под подписку о невыезде. Им всем вменяют статью 205.6 Уголовного кодекса России «Несообщение о преступлении». Обратите внимание, это новая статья, по которой начали задерживать наших соотечественников. Представьте, кто-то связался с тобой по Фейсбуку или Одноклассникам, попросился в друзья, а ты должен сообщить ФСБ, иначе штраф или тюрьма. Проводя новые обыски, оккупанты не забывают о старых политзаключенных. В понедельник, 31 августа, гособвинение запросило для фигурантов второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Марлена Асанова, Сервера Зикирьяева, Мемета Белялова, Сирана Салиева, Эрнеса Аметова, Тимура Ибрагимова, Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева сроки от 15 лет до 21 года лишения свободы строгого режима. И знаете за что? Они лишь собирались в мечети на молитвах, имели в своих домах религиозную литературу, но не запрещенную в Российской Федерации, оказывали содействие семьям политических заключенных. На самом деле, данные действия, обыски, допросы, суды – это целенаправленная политика оккупантов, чтобы запугать неудобных людей, а также убедить международное сообщество в том, что в Крыму якобы есть опасность религиозного экстремизма. Оккупанты пытаются показать обществу, что участники Хизбут Тахрир – террористы. А поскольку терроризм – это проблема в мире номер 1, то это инструмент для манипуляций на международных площадках, которым пытается пользоваться Российская Федерация. Но удастся ли ей это? Ситуация с православной церковью Украины в оккупированном Крыму также не улучшается. Украинцы обратились в ЕСПЧ с заявлением пресечь действия российской оккупационной власти в Крыму, направленные на изгнание Православной Церкви Украины из центра ее Крымской епархии, Кафедрального собора святых князей Владимира и Ольги, а также на снос церкви Православной Церкви Украины в Евпатории. Однако Европейский суд по правам человека отказался вводить немедленные временные меры в интересах защиты прав Крымской епархии Православной Церкви Украины, так как действия России не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Но какой же должен быть непоправимый вред? Возможно, оккупанты должны начать арестовывать прихожан Православной Церкви Украины. Тем временем оккупанты пытаются продемонстрировать, что коммуницируют с ООН. На прошлой неделе депутат Госдумы, экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что ее статус как представителя крымчан в парламенте России признала ООН. Кроме того, она утверждала, что ей предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу поступления воды в оккупированный Крым. Но действительно ли все так было? Или оккупанты снова выдают желаемое за действительное? Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Конви опроверг заявление Натальи Поклонской. Он заявил, что Верховный комиссар действительно получил письмо, в котором выражается обеспокоенность по поводу подачи воды в Автономную Республику Крым. В связи с отсутствием доступа ВКПЧ в Крым, директор отдела полевых операций и технического сотрудничества УВКПЧ ответил Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. Господин Конви в очередной раз подчеркнул, что позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. То есть никто никого не признавал и никто никому не предлагал никакого сотрудничества.
Кого же пытаются обмануть оккупанты? Крымчан? Россиян? Или сами себя успокаивают? Тем временем ситуация с водой продолжает ухудшаться. И вместо того, чтобы решать данный вопрос как оккупирующая страна, власть полуострова решила направить жалобу в ООН из-за перекрытия Украины Северокрымского канала. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов даже сказал, что людоедская позиция украинских радикалов по данному вопросу должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами. Но при чем же здесь Украина? Ведь вся ответственность за полуостров лежит на стране-оккупанте, Российской Федерации. На что надеется российская власть? В то же время Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации заявило, что переброска воды из России на оккупированный Крымский полуостров очень дорогостоящий проект. А в Краснодарском крае и Ростовской области также наблюдаются маловодные годы. В российском ведомстве отметили, что проект опреснения воды Черного моря и создания так называемого парка самолетов по вызову дождей являются не менее дорогостоящими проектами. А чтобы использовать подземные и поверхностные воды, нужно проводить дополнительную очистку. Что же оккупанты хотели сказать данным заявлением? Это был намек на то, что в Крым никто не будет поставлять воду? Однако 2 сентября временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев провел встречу с президентом Путиным, в ходе которой собеседники обсудили ситуацию с водой в городе. Путин пообещал помочь с финансированием, так как на данный момент это является фундаментальным вопросом. А еще ранее Путин заявил, что вопрос с водой в Крыму нужно дорешать. Так что же в итоге оккупанты будут делать с водоснабжением полуострова? Здесь нужно быть внимательными как украинской власти, так и украинскому обществу. А то жаждущий медведь и Каховское водохранилище захочет захватить. Боритесь за Крым, боритесь за Украину. Чем больше людей будут знать правду о Крыме, тем больше шансов его освободить. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч!